Бурлун донайортиес. Бурлун. Да. А мы Вова, мляук. Челом, всем веселым. Чего на РТС? Я нахожусь в Вишемском районе в республике Коми, в пустыне посреди тайги. В этой пустыне стоят дома, даже есть деревья, потому что это не совсем пустыня, а так называется поселок. Тут живут основатели лыжных соревнований, и я приехал как раз снимать эти соревнования. Но Ижемский район, как всегда, меня встречает холодами, на улице минус 30, соревнования отменились, поэтому мои планы тоже чуть-чуть сбились. И в этом ролике я вам покажу пустыню, расскажу о ее истории, познакомлю вас с жителями пустыни. Ну и, конечно же, будет информация про лыжные гонки. Приятного просмотра. Старожилы деревни вспоминают, что тут было довольно большое, открытое место, рядом с которым росли длинные лиственницы. Люди из деревьев построили дома, и стало совсем пусто. О, там кто-то идет. Пойдемте спросим, может, это житель пустыни. Пустыня Мябу? Пустыня, точно. Вертипыш? Вертипыш, а чем надо? Мярбитны. Арабитны. Ага. Куча. Мәшеләре? Цифрата гульна улыны. Подан мандам сейчас. Но, не подан ветласынас. А. 10 километров подан уна тучара. Сабам турбита, да барут бар 10 километров. Ясно. Кузня тебя нашел. Ваш. Пойдем снимать. Ну, снимать они да. В эту удивительно чистую деревеньку меня пригласила Любовь Александровна Ковальчук, житель пустыни. Одна из основателей лыжных гонок, о которых поговорим чуть позже, после того, как познакомимся с необычным хобби лыжницы. Ну, мне кажется, из-за того, что всегда говорили про своих лыжников, которые ленятся, которые не стараются, что они чайники. Ну и вот стали дарить мне чайники. В следующий раз сама что-то увидела интересное. Я-то стараюсь не все подряд покупать, а вот именно интересное. Вот он такой интересный. Это вам на Пасху подарили? Я уже даже не помню. Едем в деревню Вертеп. Это музыка The Boom. Отправляемся мы в путь. Представляю вашему вниманию Вертепскую школу. Как сказали сами учителя, ученики этой школы не имеют вредных привычек и почти все занимаются лыжными гонками. Именно поэтому тут мы поговорим о... Запоминайте. Первенстве района по лыжным гонкам среди девушек, посвященный памяти двухкратного мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону Куделиной Валерии Александровны. У меня давно уже была такая мечта, такая задумка, как можно больше девочек привлечь заниматься лыжным спортом. Сначала мы проводили первые соревнования вместе с мальчиками, потом уже разделили. А кто первый проехал по трассе? Первый раз в 2006 году. В 2006 году у нас соревнования проходили в Красноборе. И собралось туда у нас 100 человек. И самая маленькая у нас открывала, она у нас училась здесь в 1 классе, самая маленькая Анна Терентьева, она вот открывала эти соревнования. Так и осталось, как талисман. Самая маленькая девочка всегда открывает соревнования. У детей есть мотивация заниматься лыжным спортом? Есть. В этих вот Ижемском районе у многих, у детей есть вот эти вот цели кататься на лыжах и продвижение в спорте. Как давно уже детей учите? 3-й год. 3-й год? Да. То есть мастеров спорта еще нет? Конечно, нет, да. А вы сами мастер спорта? Нет. 1-й разряд. 1-й разряд? Да, по лыжным гонкам. 1-й разряд, после этого идет КМС и потом уже мастер спорта? Да. Будете дальше развивать как-то? Нет, все. Нет, все. Да. А. Уже все. Надеюсь, что у меня дети в дальнейшем будут такие. Постараюсь. Какие открываются просторы. Живи и радуйся. Из домов выходит такой дым столбом. Значит, сегодня холодно, и холод продолжится, будут морозы.
Вертеп расположен на правом берегу реки Ижма. Деревня состоит из 5 холмов, с каждого из которых открываются завораживающие виды Ижемского района. У вертепских жителей есть одна проблема – это вода. Вода, конечно, у них есть, поступает, но она ржавая. Сим на каком языке? Вода сим. А вот в пустыне вода чистая. И когда из вертепа приходят в гости в пустыню, рассказали, что по 3 кружки чая пьют и не могут никак насытиться вкусной водой. У каждой деревни есть свой праздник. А у деревни Вертеп Спаслун. Он отмечается 14 августа. В далекие времена в Вертепе стал происходить падеж скота, особенно лошадей. Тогда к этому дню пригласили священника. Он освятил воду в притоке Шар и окропил животных. Падеж прекратился. Вот и стали люди почитать праздник. Удивило то, как меня приняли в вертепской школе. Прочитали большой доклад про Вертеп и пустыню, провели экскурсию по школе, напоили чаем разными вкусняшками. Хочется верить, что насколько добрые и милые учителя тут, настолько же хорошие воспитанники. Участвует она в соревновании с коммунадочным. Как я мусадусь? Как я мусадусь? Гашишка месяца займет, наверное? Займет первый. Игнат просит. А лыжи я скучался. Гашка мастер спорта нет. А был второй разряд такой. Учитель лечит, да, мой Иванович там. Бур учитель, бур тренер, бура тренирует. С самых первых соревнований еще Валерия Александровна придумала номинацию «Самая юная». Потом уже появилась вторая номинация «Многократная участница». Это девчонки, которые участвуют подряд много раз на этих соревнованиях и стараются приехать на эти соревнования. Есть номинация «Лыжница-отличница», но, как ни странно, с каждым годом отличниц все меньше. В этом году только 2 отличницы мы нашли младший возраст. Трасса уже готова, ждет своих лыжниц, но состязания перенеслись. Не беда, у нас есть отувез, и мне по нему отправили видео и фотографии с мероприятия. Тяжело быть лыжником. Для этого мало иметь физически развитое тело. Нужна воля, чтобы день за днем совершенствоваться в лыжном спорте. Еще номинация выпускница. Выпускница, которая заканчивает 11 класс, которая все-таки добежала до 11 класса. Выдержать до 11 класса – это очень многое стоит, мне кажется. И девчонки, которые заканчивают лыжницами, 11-классницами – это вообще чудо. Но нужно сюда летом приезжать, чтобы красиво все заснять. Сейчас-то зимой снега много, не подойдешь. Только так приходится смотреть. Но места живописные, красивые, все открыто, все видно. Правда, продуваются холодными северными ветрами. Но жители тут уже привыкли к этому. Вы слышите красивую музыку? Значит, наступил финал влога. Побывал в пустыне и Вертепе, у меня появилось желание. Оно не связано с лыжами. Вот круто бы было тут на дельтаплане полетать.